османские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории всех народов Советского Союза. Ингуши по праву могут гордиться своими прославленными соотечественниками, один из которых был легендарный партизан и разведчик Абдулла Дудиевич Цароев. Он родился в 1919 году в Назране. Абдулла Цароев воспитывался на примере отца, погибшего в боях в гражданскую войну. Мать Кейпа Албастовна с двумя малышами осталась одна и рано приобщила сына к труду. Абдулла повзрослел раньше ровесников. Окончив среднюю школу, уехал учиться в Москву. 18-летний Абдулла в 1937 году стал студентом Московского государственного театрального института. Со второго курса Абдулла был направлен учиться на командира Красной армии в Калинковичское военное училище, расположенное в Беларуси. Учеба проходила быстро и легко. Еще до начала войны в 1941-м в звании лейтенанта Красной армии Цароев отправился под Брест в 37-ю краснознаменную мотострелковую дивизию. 22 июня 1941 года, командуя ротой, Абдулла Цароев прикрывает отступление основных сил дивизии. В августе того же года подразделение под командованием Абдуллы разгромило комендатуру в городе Кличев, а также вывело из строя цех машиностроительного завода в Минске, где немцы наладили ремонт военной техники. После ряда успешных операций партизаны под руководством Цароева вышли к реке Бесить и 9 сентября встретились с отрядом Дмитрия Медведева, где Цароев продолжает воевать в объединенном отряде под командованием героя Советского Союза Дмитрия Медведева, начальником разведки партизанского отряда особого назначения. После войны Медведев описывает в своей книге «Сильные духом» и подвиги Абдуллы Цароева. В ней партизан и разведчик выведен под именем Володя. Отважный воин совершил с товарищем множество вылазок в тыл врага, уничтожая склады и технику гитлеровцев. При этом бойцы добывали и ценные сведения, и приводили пленных немецких офицеров, захватывались трофеи. В их числе был гестаповский жетон с надписью «Государственная политическая полиция», пользуясь которым знаменитый советский разведчик Николай Кузнецов под именем капитана Пауля Зиберта совершал подвиги во имя Отечества. В 1944 году Абдулла Дудиевич Цароев был тяжело ранен и на самолете отправлен в тыловой госпиталь. В том же году ингушский народ был выслан в Казахстан и Киргизию, куда после выхода из госпиталя был направлен и Цароев. С этого времени и до своего ухода в отставку в 1954 работал в Министерстве госбезопасности Киргизской ССР. За проявленное мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями партизан Великой Отечественной войны первой степени, за оборону Москвы и другими наградами, в том числе посмертно орденом за заслуги в 2002 году. А в апреле 2004 года школе-интернату «Горский кадетский корпус» в Ингушетии указом президента Республики Ингушетия было присвоено имя Абдуллы Дудиевича Цароева. Ингушского героя отличали мужество, искренность, высокая порядочность, преданность родине и горячая любовь к своему народу. Именно такие люди, настоящие мужчины, прославленные воины и истинные герои, должны оставаться в нашей памяти.